Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Москва настаивает на принятии Грузии правовых обязательств неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии, а также на начале процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-юго-осетинской государственных границ с их последующей демаркацией. Об этом сообщил МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел Михаила Галузина с председателями международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Встреча была посвящена подготовке к очередному раунду дискуссий, запланированному на конец июня, и рассмотрению актуальных вопросов повестки дня этого важного переговорного формата. С российской стороны была акцентирована императивность практической реализации ключевой задачи дискуссий по обеспечению прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии, отметили в МИД России. В переговорах приняли участие спецпредставители Евросоюза по Южному Кавказу Магдалена Грона, представитель ООН Джихан Султаноглу и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Кристоф Шпетти. К другим новостям. Прошедшая пятница потрясла Ближний Восток и весь мир. Рано утром 13 июня Израиль нанес массированный удар по объектам в Иране. Погибло большое количество военных и мирных жителей, и Тегеран не оставил атаку без ответа. Вот уже несколько дней страны обмениваются ударами, в том числе по ядерным объектам. Зачем Тель-Авив пошел на эскалацию и чем это грозит миру, пытаются анализировать различные СМИ. 13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Эта атака, получившая название «Нация львов», по другой версии «Народ как лев», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. В результате израильских авиаударов погибли десятки человек, включая высшее руководство корпуса стражи исламской революции, а Иран, пообещав жестокое возмездие, вышел из переговоров по ядерной программе. Если обратиться к истории, противостояние Израиля с Ираном продолжается с 1979 года, с тех пор, как в Иране свергли шахский режим и к власти пришло шиитское духовенство во главе с аятоллой Рухаллой Хамейни. Он заявил, что Иран не признает существование государства Израиль и обвинил его в оккупации исторически арабских земель. Сионизм же объявили российской идеологией. Через 10 лет Хамейни сменил аятолла Али Хаминеи. Он назвал Израиль раковой опухолью региона и призывал начать против Тель-Авива священную войну. При этом до исламской революции страны считались союзниками. С приходом к власти режима аятолл Иран разорвал отношения с Израилем и начал развивать идеологию на основе экспорта исламской революции. Начиная с 1980-х годов Тегеран создавал вокруг Израиля целую систему группировок и союзников, которые служили интересам Ирана. Неофициальная коалиция, настроенная против Израиля и Запада, получила название «Ось сопротивления». Так Иран активно поддерживал радикальную шиитскую организацию Хазбалла, боровшуюся с Израилем в Ливане с 1982 по 2000-е годы. Во Второй Ливанской войне в 2006 году противоборствующими сторонами, по сути, были Израиль и Иран. Тоже можно сказать о войне Израиля с суннитским движением Хамас, которое после военного переворота в 2007 году захватило власть в секторе Газа. Кроме того, с 1980-х годов Иран развивает ядерную программу, которая ведет свою историю с 1950-х годов. Страну неоднократно обвиняли в том, что под прикрытием мирных целей Тегеран на самом деле разрабатывает собственное ядерное оружие. С учетом развития этой программы Израиль стал считать Иран главной угрозой безопасности в регионе. В 2024 году государства подошли к прямому военному столкновению. В апреле 2024 года Израиль атаковал консульство Ирана в Дамаске, убив 2 генералов. В ответ Тегеран выпустил более 300 ракет и дронов по Израилю. После этого Тель-Авив нанес удар по Исфахану. В июле Израиль ликвидировал лидера Хамас Исмаила Ханию, в сентябре главу Хазбаллы Хасана Насраллу. А в июне 2024
2025 года Израиль инициировал операцию «Нация Львов». Несмотря на то, что Израиль и Иран наносят по территории друг друга серьезные удары, о полномасштабном столкновении пока речи не идет. Однако риск, что война между странами начнется, очень высок, заявил в беседе с Лентой.ру политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Кроме того, как стало известно The Wall Street Journal, Израиль планирует атаковать Иран на протяжении 2 недель. В воскресенье 15 июня в Омане должен был состояться 6-й раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Ожидалось, что после этого Израиль и атакует Иран, но только в том случае, если он не подпишет соглашение. После атаки 13 июня член комиссии по национальной безопасности и внешней политике страны Алаэдин Баруджери усомнился, что переговоры возможны. Вечером, уже после ответа Ирана, глава МИД страны Аббас Аракчи заявил: «Мы находились на дипломатическом пути, проводили консультации с оманскими коллегами по поводу участия в новом раунде переговоров с представителями США. Однако агрессия сионистского режима вынудила нас сойти с дипломатического пути». Конец цитаты. Некоторые эксперты полагают, что настоящий мотив атак Израиля на иранские объекты – смена власти. Таким прогнозом поделился, например, российский политолог Сергей Марков. Начнется подготовка к свержению власти мулл в Иране. Участвовать будут и США, и Европа, и Израиль, и арабские страны. Госпереворот в Иране будет идти по линии поддержки либералов во власти и по линии поддержки иранских оппонентов режиму из-за границы. Иран будет разделен, написал он в своем телеграм-канале. О том, что целью Израиля является именно смена режима в Иране, говорят и в администрации США, сообщает CNN со ссылкой на источники. Этот вопрос, по данным телеканала, в Израиле изучают уже давно. Подробнее эти и другие темы мы обсудили с политологом Бесланом Хагбом. Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. Я думаю, что у всех на слуху главная тема – это вот внезапное обострение конфликта, и, мне кажется, довольно неожиданно для всех между Израилем, начало вот атаки Израиля на Иран и ответные удары. Как вам кажется вообще, почему произошло сейчас это обострение? Вы знаете, конфликт между Израилем и Ираном уже десятилетиями существует, но почему так внезапно вот такая эскалация, военная эскалация произошло, многие эксперты отмечают по-разному, отвечают на этот вопрос. Говорят, что вообще-то Иран, с одной стороны, был на пороге подписания так называемого мирного использования атома, так называемое соглашение между США и Ираном. С другой стороны, например, Израиль отмечает, они говорят, во всяком случае, руководство Израиля говорит, что они были на пороге создания атомной бомбы. Вот сейчас кому верить невозможно. А вот так почему внезапно это произошло? Вы знаете, надо просто проанализировать аргументы, которые приводит и Иран, и, например, Израиль, и, между прочим, и Соединенные Штаты Америки. Например, Израиль, премьер-министр Нетаньяху говорит, что вот если мы нанесем удар, это позволит сменить режим, который уже десятилетия существует в Иране. Это режим, который, я вам хочу напомнить, что не признает государственное существование Израиля как страны. Они говорят, что эта страна не должна вообще существовать. Понимаете, отсюда вот такое, знаете, вот такое отношение к Ирану. С другой стороны, Иран отмечает, что мы могли бы подписать соглашение, но надо иметь в виду, что когда говорят об использовании ядерного оружия, возможном потенциальном использовании ядерного оружия, надо иметь в виду, что все-таки Иран отмечает, что она имеет право на мирное использование атома. Я вам напомню, что Россия, еще и Советский Союз строит до сих пор, между прочим, в Бушере атомную электростанцию. Для этого необходимо топливо. Они говорят, что необходимо обогащение урана для мирного использования атома. Это уже десятилетиями такая дискуссия, такие ведутся. Но сейчас почему внезапно это произошло, я все-таки склонен верить, знаете, все-таки, по-моему, Израиль все-таки стремится все-таки оказать давление на Иран, на внутреннюю обстановку, чтобы сменить режим. Потому что, я еще раз подчеркиваю, все, что происходило за последние десятилетия, особенно в последнее время, несколько таких чувствительных ударов были нанесены, я вам напомню, против Израиля. Это был Хамас, это был Хазбаллах в Сирии, например, это было и само руководство. Это говорит о том, что вот Израиль не будет мириться с таким отношением агрессивным Ирана по отношению к Израилю. С другой стороны, если посмотреть аргументы Ирана, они тоже, у них серьезные аргументы. Понимаете, вот почему ставят вопрос? Эксперты МАГАТЭ приезжают, они постоянно по наблюдениям, под контролем мы находимся. Почему мирно мы можем развивать
атомную энергетику. Вот понимаете, такие аргументы, которые приводят, но уже это, знаете, становится таким, уже аргументы давным-давно, которые используются, но все-таки надо иметь в виду, что эти две страны, после того, как сложилось такой режим теократический в 1979 году, это две непримиримые, вот вы знаете, фундаментально непримиримые две страны, Израиль и Иран. Я не уверен, что вообще какое-либо соглашение, возможно, договор между Израилем и Ираном при нынешнем руководстве Ирана, когда вот аятоллы, религиозный лидер, будет управлять страной, это невозможно. Но с другой стороны, они согласны вести какие-то переговоры с США, чтобы деэскалацию начать, если Иран согласен на это, если Израиль прекратит ракетные удары против Ирана. Вы знаете, в ближайшие недели, я думаю, что кое-что прояснится. Я думаю, все-таки. Ну, как вам кажется, прекратит ли он это делать? Разговоры, которые мы слышим от руководителей великих держав, скажем, США, Китая и России, говорят, что они все-таки настроены оказать давление на Израиль. Например, США могут оказать давление на Израиль, чтобы они прекратили военные удары против Ирана. И Россия пользуется авторитетом. Во всяком случае, президент Владимир Путин пользуется авторитетом в Иране, среди руководства Ирана. И какие-то контакты сохраняются, хорошие отношения, когда были, между прочим, между Путиным и премьер-министром Нетаньяху. Понимаете, я думаю, что все-таки и Китай заинтересован, потому что все-таки, знаете, этот регион очень важен для мира. Это нефтяной район, газовый район. Я вам напомню, что Иран и некоторые другие страны контролируют проливы, основные проливы, около, по-моему, 30% нефти получают, мир получает, во всяком случае, получает от персидских стран. Это и Ормузский пролив, это залив Персидский, а потом Иманский залив и так далее, и так далее. Если там начнется серьезная конфронтация, это может отразиться на нефтяные поставки, и поэтому я думаю, что мир заинтересован, чтобы процесс пошел в деэскалации, чтобы все-таки оказать давление, чтобы приостановить это столкновение. Потому что все-таки мир в этом не нуждается в очередной такой серьезной, вы знаете, в войне в Персидском заливе. Много войн в этом было, в этом регионе, и чем завершится неизвестно. Я думаю, что в ближайшие недели покажут, как себя поведут великие державы, чтобы остановить эту эскалацию. То есть вы имеете в виду, что экономически, на экономике очень многих стран это может сказаться очень плохо, судя по тому, что блокируются, условно говоря, вот эти проливы, очень важные такие коммуникации, в смысле нефти тоже, но тем не менее, многие эксперты, я тоже читала об этом, что они говорят о том, что все-таки это идет какая-то линия по свержению, скажем так, разделению Ирана, и например, Марков предсказывает даже разделение Ирана и свержение власти. То есть все-таки что тут победит, политика или экономика, или они все равно неразрывно идут рука об руку? Вы знаете, если бы даже у руководства Израиля был такой план, был составлен, чтобы свергнуть режим иранский, после того, как был нанесен удар, это обычно в таких случаях что происходит? Мобилизация вокруг власти, понимаете? И поэтому говорит о том, что, вы знаете, в ближайшее время смена власти произойдет, это вряд ли, учитывая, как себя ведет население. Хотя внутри многие эксперты подчеркивают, что, знаете, есть недовольство, либерально настроенная часть тоже есть в иранском обществе, но это у них основной, вы знаете, такой серьезной базы нет. И на это, может быть, и рассчитывало руководство Израиля. Но вы знаете, после того, как они нанесли такой открыто враждебный, такой абсолютно необоснованный такой удар, это, понимаете, очень грубое вмешательство в суверенную страну. Вряд ли это приведет к каким-то протестным выступлениям против существующей власти. Наоборот, я думаю, что иранское общество сплотятся, и это приведет к еще большей враждебности по отношению к Израилю. Поэтому очень важно отмечают. Я думаю, что, знаете, еще что произошло. Мне кажется, что Израиль просчитался в каком плане. Они не рассчитывали, что они такой удар получат со стороны Ирана. Все отмечают, что да, военный потенциал серьезный у Ирана. Но они говорили, что у нас есть ПВО, у нас есть железный купол, как они говорили, но это превратилось в ничто. Эти ракетные удары, которые наносят, они привели к
почти таким последствиям, которые я не могу вспомнить вообще в современной истории Израиля такое произошло, имело ли место или нет. Понимаете, это серьезный удар по имиджу Израиля, как вот считалось, Израиль такая региональная держава, которая может 100% обеспечить свою Да, безопасность. как неприкасаемые. Да, но этого не случилось. Это говорит о том, что, знаете, это соблазн, что и дальше продолжать войну со стороны Ирана, например. И поэтому многие подчеркивают, многие говорят, я этому верю, что в ближайшие дни, недели все-таки эти великие державы, и Россия, и Китай, и США окажут давление, чтобы приостановить эту эскалацию, потому что это не в интересах, я думаю, что вообще и великих держав, вообще страны, многих других стран, потому что, как вы заметили, это может отразиться на и поставках многих-многих природных ресурсов, которые мир получает от Персидского залива, и поэтому очень важно, чтобы там сохранялся мир и стабильность. И вот, кстати, как только начался этот очередной кризис на Ближнем Востоке, сразу почему-то опять всплыла тема ядерной угрозы, да? Как вам кажется, это накрученная вот эта история, или там все-таки это тоже возможно, да, учитывая вот разработку, которую ведет уже очень давно Иран, вот тут, или это все накручено журналистами, СМИ, социальными сетями, как вам кажется? Вы знаете, здесь мы должны послушать экспертов, которые хорошо изучают в этой области и Иран, и Израиль. Многие говорят, что действительно Иран подошел к созданию атомной бомбы. Несмотря на то, что многие ядерщики физики были уничтожены, многие военные руководители сейчас уничтожены, и до сих пор говорят, что в военном отношении у них есть потенциал создать атомную бомбу. Если не в ближайший год-два, но в течение, не знаю, 50 лет. Потому что у них есть специалисты, говорят, но в этом отношении, знаете, вот вопрос может возникнуть у руководства Ирана. А почему одна страна суверенно может себе позволить создание атомной бомбы, а другой нет? Вот видите, как получается? Вот, говорят, что Израиль говорит, что нам угрожает, открыто угрожает, нас не признает. Отсюда угроза нашей безопасности. Давайте поверим в это. Но понимаете, в чем дело? И Израиль угрожает, Иран открыто враждебно. Понимаете, вот найти вот сейчас какие-то точки соприкосновения, чтобы приостановить эту эскалацию, будет очень сложно сделать. Я думаю, что, понимаете, вот ближайший уже мир видит, что здесь говорит о победе какой-то стороне невозможно. Потому что это привело к трагедии. Люди погибли, мирное население. Это говорит о том, что, тем более, учитывая, стоит посмотреть на карту, где находится Израиль, где находится Иран. Друга не граничили между собой эти две страны. Вот если так будут наносить удары, разрушая инфраструктуру, энергетическую сектор и так далее, это может к серьезным последствиям вообще, и это скажется на мировой экономике. Я думаю, что все-таки мир соберется и окажет давление, чтобы остановить эту войну. Будем на это надеяться. Спасибо большое за то, что пришли и ответили на наши вопросы. Благодарю вас. На этом сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.